Новый сезон, новый стиль. Театр Галяскара Камала свой юбилейный 110-й сезон встретит обновленным. Афиши, билеты, программки и даже официальный сайт. Теперь все будет выдержано в едином стиле, в котором не будет случайных элементов. Над ребрендингом работала московский дизайнер Наталья Агапова, известная по работе с Большим драматическим театром имени Товстоногова, театром имени Ермолова и другими. Как удалось воплотить дизайнерские решения, узнала Луиза Сагдеева. У нас в театре всегда происходит что-то такое необычное. Мы всегда что-то меняем, мы всегда предлагаем что-то еще. Новое время, новые зрители, новый стиль. По словам главного режиссера театра имени Галяскара Камала, в наше динамичное время перемены – закон жанра. И пусть говорят, что театр начинается с вешалки, можно сказать, что театр начинается еще раньше, с афиши. Вся рекламная продукция театра с этого сезона совсем другая, ориентир на молодое поколение. Молодое поколение, как оно пульсирует, оно не может сидеть на месте, оно все время хочет каких-то перемен, оно все время ждет от нас, от театра. Вчера была, например, премьера по пьесе Джармуша. Я наблюдал, как воспринимал молодая часть зала, как воспринимала взрослая часть зала. Конечно, это разница огромная. Цветовая гамма теперь в красных, черных и бирюзовых тонах. Они символизируют самые прогрессивные годы развития татарского театрального искусства. Это 20-30-е годы. Вода в озере Кабан, крыша театра в бирюзовом цвете – особенная метафора. Ну а главной изюминкой новых афиш являются татарские орнаменты. Сейчас они и на билетах, и на афишах, и на программках. Новшества есть и на официальном сайте театра. Теперь там есть интернет-магазин, где можно приобрести видеоверсию спектаклей. В Австралии татары очень много звонили и очень много просили. Они могут, не приезжая в Казань, скачать вот эти спектакли. То есть надо как-то использовать вот эту современную технологию в сокращении контактов, связей. Ребрендинг театра на этом не останавливается. В новом сезоне зрителей ждет еще много интересного и нового. Творческие поиски не заканчиваются здесь никогда. Луиза Сагдеева, Игорь Романов, столица.